Потому что когда человек сравнивает сегодняшние возможности с ранней возможностью, у него формируется благодарность. Благодарность к тому, что есть. И это позитивное состояние. Это положительное состояние. В этом положении человек себя чувствует маленьким, неуверенным. А в этом положении, когда возможности сравнивать с тем, что было раньше, более увереннее, более спокойнее. Нету спешка. Спешка нету. Ты уверен, что ты справишься. Дальше. Третье. Человек проявляет высокомерие по отношению к деньгам и увеличивает расходы, сравнивая маленькие расходы с большим доходом. Внимание, братья. Например, человек зарабатывает в данный момент с 20 тысяч, 30 тысяч сом. Например, 30 тысяч сом зарабатывает. Например. Или семья зарабатывает, или там 20 тысяч сом зарабатывает и так далее. И когда проходит мимо улицы или магазина или чего-то там, что-то видит, что то, что стоит 2000 сом. Что происходит с его мозгом? Я же 30 тысяч зарабатываю, что там 2000, давай. Вот это такое ощущение. А что там 9000, я же 30 зарабатываю. Внимание. И он это покупает. Теперь он же купил это. Потом он об этом забывает сразу. Вот, забывает. Потом что-то идет, что-то видит. Опять, например, скажем, что-то 3000 стоит. Я же 30 зарабатываю. Что там 3000? Он сразу покупает. Что такое? Потом идет, скажем, что. Но сами механизм основной в чем заключается? Что человек покупку делает, но он забывает. Потом идет что-то, где-то видит, что там надо 12 тысяч сом надо. Что-то надо платить, или что-то надо. А он говорит, я же 30 зарабатываю, что там? И он это 12 тоже покупает и так далее. Потом что-то видит 5000 сом. Вот. Я же 30 зарабатываю, что там 5? И это покупает. А теперь самое интересное. А потом у него возможно, что к концу месяца он знает, что ему надо платить 17 тысяч кредит или что-то-нибудь. Что-то ему надо платить, 17 тысяч. Он приходит домой, открывает бумажник, у него же в голове, я же 30 зарабатываю, ну что там, должно быть еще. Когда открывает бумажник, нету, первая мысль, кто-то их взял. Знакомая ситуация? Она думает, не может быть, я же 30 зарабатываю, как там, должно быть там, не может. И сразу что делать? Давай ручка, бумага. Начинает читать. Он начинает сидеть и читать. Потом что-то вспоминается, что-то не вспоминается, что-то ближе подходит, что-то не подходит. Все думают, надо же, вроде бы деньги как вода между пальцев ходит. Правую руку поднимем, повторим за мной. Бедные люди. Или у кого бедное мышление? Надо поднять. Руку поднимаем, повторяем. Вот это делается так. Правая рука так и повторяем. И смотрю, он не знает, поэтому вы покажите ему. Хорошо? Что я сказал? У кого бедное мышление? Деньги читают, когда их уже нет. Вы не представьте, да? Странное поведение у нас. Кто из вас хоть разу так делал? Я много раз так делал, честное слово. Вы тоже так делали? И начинаешь потом сидеть, читать, почему так, почему... После того, когда их нет. На самом деле надо хотя бы... Не, конечно, читать всегда полезно, но если читаешь, когда они есть еще, намного лучше, намного быстрее двигаешься. Лучше их читать, когда они есть. От этого будет польза больше. Значит, смотрите, посмотрим сюда. Человек проявляет высокомерие к деньгам и увеличивает расход, сравнивая с маленькие расходы с большим доходом. Что надо делать? Поехали. Каждый день считаем расходы и снимаем остаток. Например, если человек, скажем, это Арман, каждый вечер читал бы вот эти расходы, но утром он знал бы, сколько остаток, он, соответственно, выбрал бы какие-то приоритеты. От какой-то из них отказывает, думает, ой, нет, у меня мало денег осталось, зачем мне так надо? Я лучше откажусь, это сделаю вот по-другому и так далее. Правильно? Это привел бы к каким-то неким изменениям, точно. Дальше. Человек относится к расходам, как будто они одноразовые и увеличивают расходы. Внимание. Незаметно расходы увеличиваются. Незаметно. Бензин, когда вы арендуете помещение, когда нанимаете людей на работу, когда вы телефонные расходы делаете, когда вы... То есть надо понимать, что есть у вас расходы, которые ежемесячно повторяются. А есть расходы, которые действительно реально один раз делаете. Возможно, вы один раз пошли что-то купили. Это другое. А вот те расходы, которые каждый день, например, каждый день обедаете на работу. Вы выходите, каждый день обедаете на работу. Это все стабильные расходы. Мозг человека их не видит. Если я спрошу вас, сколько в год тратите вы на бензин, вы можете мне сказать?
Видите? Потому что мы это не видим. А мы что думаем? Ну, 500 сом заливал бензин. 200 сом заливал бензин. Ну, 1000 сом заливал, на неделю хватит. Наш мозг видит только это. Согласны? А если я вас спрошу, сколько вы тратите в год на ваш телефон? Однозначно вы не знаете. Вы согласны? Почему? Потому что мы это не читаем. Наш мозг действительно видит ту маленькую цифру. Он не видит целую картину, не видит. Целую картину. А целая картина это есть он. Я это начал понимать, когда на телефонах у меня расходы выросли. Я это начал понимать, когда на аренду много денег ушло. Очень много денег начали уходить. Я сидел, думал, куда деваются все деньги, которые зарабатываю. Когда начали почитать в год, сколько оплачивают туда-сюда и так далее. Это очень большие потери. И тогда начал осознавать этот механизм. Что это значит? Решение этого, как надо делать? Дай, пожалуйста, лечение этого. Анализируем и выявляем системные расходы и посчитываем на целый год. Все расходы, которые у вас постоянно повторяются, их надо почитать на целый год. Сначала отделить надо, выявить надо, какие расходы у вас стабильные расходы, повторяющие. Потом почитать на целый год. Когда вы видите на целый год, начинаешь задуматься, может быть, альтернативного варианта найти, может быть, что-то изменить надо, чтобы уменьшить эти расходы, потери. Ребята, посмотрите целом на все эти 9 симптомов, если когда целом посмотришь, какой-то из них сегодня, какой-то завтра, какой-то следующую неделю. В совокупности конца года куча потерь. Поняли, да? В совокупности конца года видишь, что 70% денег, которые ты работал, заработал, нету просто. Куда ушло, не знаешь? Вроде бы зарабатываю. Один раз мне кто-то давал, везде экономить. Как жить тогда? Один мне так, везде экономить. Я сказал, не эконом. Экономией не занимайся. Я не обучаю экономии. И кто из вас заметит, что чем больше вы экономили, тем больше у вас расходы выросли? Не пытайтесь экономить. Надо управлять. Планировать, управлять. Планировать, управлять. Экономия происходит, когда человек без плана работает, он не планирует, он пытается себе ограничить. Например, что понимает наш мозг экономии? Советское мышление. Что мы понимаем? Под слово экономить мы понимаем, что, например, если что-то стоит $10, что-то вы видели $100, ты знаешь, что это тебе надо, вот это $100. Его не купишь, ищешь, найдешь по $20. Где-то уменьшить, где-то ограничить. Вот этого наш мозг понимает как экономия. Слово экономия наш мозг воспринимает отрицательно. Не говорите братьям, сестрам, самому себе, я буду экономить. Не говорите. Потому что советское мышление слово экономия воспринимает не наесться нормально, плохо кушать, пешком ходить, вот отказать себе, то есть самоограничение. Человек так воспринимает. Вся суть, то, что я обучаю, она именно в этом. Это классный вопрос. Хорошо, что вы задавали. Для многих это будет, как сказать, тоже понятно. Что, потому что кто-то говорит это, а кто-то молча сидит и не говорит об этом. Но в голове крутит. Еще некоторые люди, которые не хотят, в конце концов, брать на это ответственность, говорят, Аллах давал, не даст, ничего не будет, сколько бы ни читал. Правильно, да? Потому что им тяжело думать. Потом говорят, если Аллах не дал, ничего не будет. Как будто он пошел с Аллахом договорился, он сказал, тебе не дам, все. То есть, как будто Аллах всегда даст. Кто сказал, что он не даст? Он всегда же дает. Дальше пойдем.